Правительственный час с участием министра энергетики Батала Мушба открыл спикер парламента Лаша Ашуба. Он отметил, что проведение подобных слушаний предусмотрено регламентом Народного собрания и передал слово председателю Комитета по экономической политике и реформам Резу Зантария. Энергетика является базовой отраслью для развития любой экономики, любого государства, в том числе и для Абхазии. И все мы понимаем, в каком состоянии на сегодняшний день она находится. Мы не будем говорить о тех вещах, которых не знаем, мы будем говорить о той прожитых годах, 23-24 год, насколько было тяжелое состояние энергетики и что сегодня у нас происходит. В принципе, вопросов сложившийся с этой точки зрения достаточно большой объем. Мы, как депутаты, хотели бы видеть, какова перспектива развития в целом всей энергетической отрасли нашей страны, какого состояния сегодня. Не дать оценку прошлого невозможно построить будущее. И за счет таких пониманий того, чтобы мы хотели услышать и узнать, и увидеть перспективу, и кроме того, обсудить тот закон, который сегодня у нас присутствует, закон об энергетике, насколько он соответствует реалиям, насколько он сегодня обеспечивает работу энергетики надежно и бесперебойной подачи, так как это сегодня указано в законе. Министр энергетики Батал Мушба рассказал о планомерном снижении уровня потребления электроэнергии в последние 3 года и значительном повышении собираемости оплаты с абонентов. За 10 месяцев текущего года потребление Республики Абхазия составило 1 миллиард 900 миллионов киловатт-часов, что по отношению к 10 месяцам предыдущего года, соответственно, меньше на 65 миллионов киловатт-часов. То есть это показатель говорит о том, что в Республике Абхазия сокращается валовое потребление электроэнергии, что в конечном счете влияет на объем дефицита, который формируется по году. Динамика эта наблюдается последние 3 года. Если в прошлом году валовое потребление республики составило свыше 200 миллиардов 400 миллионов киловатт-часов, то, например, в 2023 году потребление республики доходило практически до 3 миллиардов киловатт-часов. Что касается собираемости, финансовой стороны, по уровню собираемости за 10 месяцев по всем категориям абонентов собираемость составила 53,6%. По юридическим лицам 78,4%, по физическим лицам 36,7%. Нужно отметить, что последние 4 месяца, если мы берем помесячно, не суммарно нарастающим итогом, общий показатель собираемости по 2 категориям абонентов в среднем составляет 65%. Батал Мушба подчеркнул, что практика заблаговременной оплаты коммерческого перетока из России дает свои результаты и, возможно, грядущая зима пройдет без веерных отключений света. В этом году по поручению президента, как вы знаете, уважаемые депутаты, беспрецедентным стало поручение о том, чтобы начать заблаговременную закупку коммерческого перетока электроэнергии с Российской Федерации для того, чтобы осенне-зимний период, наиболее сложный период для энергосистемы любой страны и нашей республики в том числе, пройти его максимально сбалансированно, максимально без верных отключений, насколько это будет позволять и положение в отрасли, и финансовые показатели. Вот эти показатели по собираемости позволили нам за 4 месяца, это август, сентябрь, октябрь, ноябрь, направить собственными средствами РУК Черноморэнерго на закупку коммерческого перетока практически 260 миллионов рублей, если быть точно, 252 миллиона рублей было направлено предприятиям на объем электроэнергии 86,7 миллиона киловатт-часов. Что нам это дало? Это нам дало то, что на 1 ноября текущего года уровень воды в Дживарском водохранилище был выше аналогичного показателя на 56 метров. И как мы с вами наглядно можем наблюдать, если в прошлом году в ноябре месяце в Республике Абхазия вынужденно были введены верные отключения 4-часовые, в текущем месяце их нету. Более того, по той информации, которую мы имеем вместе с нашими коллегами с РУПа, с другими экспертами, таких верных ограничений не планируется и в декабре,
последующие месяцы. Но здесь я бы хотел подчеркнуть, что, конечно, все это будет в конечном счете зависеть от той ситуации, которая будет складываться от уровня потребления. Министр энергетики рассказал о мерах поддержки для участников энергетического рынка, в частности, об инициативе налоговых и таможенных льгот на ввоз оборудования для генерации солнечной или ветряной энергии. В рамках поручения президента Кабинетом министров по разработанному проекту Министерства энергетики было принято постановление, которое позволяет предприятиям, физических лиц, желающих приобрести генерирующие мощности оборудования для солнечной, ветряной электроэнергии, освободить их всех от таможенных и налоговых платежей. В части налоговых платежей постановление принято, но нам потребуется здесь поддержка в рамках законодательства парламента. Надеемся, когда будет такая возможность, мы в парламенте этот вопрос тоже будем представлять и дополнительно объяснить. Что это, для чего это нужно? Для того, чтобы стимулировать развитие в Республике Абхазия новых генерирующих мощностей на альтернативной энергетике. Также из ключевых я бы хотел отметить, что за последние 2 месяца в рамках договоренности между Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством энергетики Республики Абхазия начата программа, которая позволяет энергетикам абхазским повышать квалификацию практически по всему спектру необходимых знаний и компетенций. И у нас уже порядка 30-35 сотрудников энергосистемы уже посетили образовательные программы, образовательные учреждения, предприятия в рамках этого обмена. И эта практика будет продолжена и дальше. Это по направлению диспетчеризации, по сетевому хозяйству, по вопросам с бытовой деятельности коллеги прошли определенную программу. И вот недавно была группа ребят, которая посетила Волжскую ГЭС, достаточно крупное предприятие, смогло ознакомиться с производственными процессами на предприятии, поработать с инструментами, которые там есть, программными продуктами. Мы надеемся, что люди, которые приобретают какие-то новые компетенции и знания, конечно же, будут здесь их внедрять, использовать в нашей энергосистеме. Отвечая на вопрос депутата Резу Зантария, Батал Мужба рассказал, какие мероприятия министерство проводит в рамках исполнения закона об энергетике. Там отдельные положения не реализовываются в части, касающейся сбыта, передачи электроэнергии и так далее. Но закон был принят в 2018 году, отдельные его положения уже исполнены. Например, проведен финансовый и технический аудит. Финансовый и технический аудит был проведен Министерством экономики, на тот момент уполномоченным органом в отрасли энергетики в 2018 году. Соответствующие отчеты подготовлены, они проработаны с единым оператором. Да, это требование в рамках этого законодательства. В части исполнения этого законодательства за тот небольшой период, там последние 5 месяцев, Министерством энергетики была реализована, на наш взгляд, очень тоже важная задача, которая в том числе требовалась и этим законом Республики Абхазия, о переводе всех объектов муниципальной собственности на баланс единого оператора передающих распределительных сетей. Если говорить конкретно, то речь идет о муниципальном унитарном предприятии Махадыр-ГЭС, которое находится в Гагарском районе, которое все послевоенные годы осуществляло посредническую функцию, но в рамках требований этого законодательства еще в 2018 году необходимо было этот и другие объекты перевести на баланс Черноморэнерго. Только лишь в этом году по инициативе Министерства энергетики это было реализовано. Что это такое? Это свыше 5000 абонентов в Сандрипшском районе, в Гагарском районе, которые были фактически субабонентами Черноморэнерго, но договорные отношения имели с МУП Махадыр-ГЭС. В смысле, все эти годы? Все эти годы. Им платили? Им платили, а в свою очередь предприятие, те объемы электроэнергии, которые получало от единого оператора, практически не получало никаких средств. Среднемесячный платеж от МУП Махадыр-ГЭС был
когда он был в какие-то месяцы, если там 200-300 тысяч, а поставлялась электроэнергия туда, если в деньгах говорить, порядка на 15 миллионов рублей. С июля месяца наше предприятие уже полностью осуществляет работу с абонентами. В июле мы собрали 3 миллиона, в августе собрали 7 миллионов, в сентябре мы собрали 6,5 миллионов. Какой общий убыток за 9 лет государства понесло? Ну, задолженность на текущий момент перед Черноморэнерго свыше 300 миллионов. Депутат Резу Зантария спросил, какие условия Министерство энергетики создает для привлечения инвестиций в отрасль и какова перспектива восстановления генерирующих объектов в республике. Для того, чтобы развивать генерирующие мощности, их можно, во-первых, восстанавливать в рамках действующего законодательства, те, которые есть, в рамках арендных отношений. Если есть, а такие были обращения, которые готовы, да, восстанавливать генерирующие мощности в рамках арендных отношений, вырабатывать электроэнергию, реализовывать ее на рынке. То есть это один из путей по генерирующим мощностям. Второй путь – это развитие и создание новых генерирующих мощностей, в том числе на основе возобновляемых источников электроэнергии. И третий путь, используя, если мы вернемся, да, классическим нашим источникам генерации водным, никто не запрещает создание новых генерирующих мощностей на абсолютно ранее не существовавших объектах. А что должно делать министерство? Создавать условия для привлечения инвестиций, для восстановления генерации или строительства новых, независимо. Где та программа, которая мы уходим в долговую яму, энергетику загоняем, оттуда не выберемся никогда. Это то, что касается генерации. Я вам задал вопрос, когда у вас были предложения по восстановлению перепадных? Когда? И почему вы до сих пор их не рассмотрели, если они были? Резу Платонович, проекты, которые рассматривались в прошлом году, они находятся на текущий момент в разработке. Когда будет принято по ним решение, мы их представим. Какие проекты? Какие проекты? 2 проекта было в прошлом году, да, по перепадным. Подождите минуту. Ребят, подождите, уважаемые. Что значит в разработке находится предложение 2 года? В разработке? В какой разработке? 2 года на получение предложения о восстановлении перепадных станций? 2 года? Это кому рассказать? Скажите, пожалуйста, принятие решения, при том дефиците, что у вас сегодня он такой мощно назревшийся есть. Председатель Комитета по экономической политике и реформам Резу Зантария подчеркнул, что отсутствие долгосрочной стратегии развития энергетики и восстановления генерирующих мощностей приведет страну в долговую яму. У вас дефицит электрической энергии, вы выкачиваете с бюджета со страны до 600, до 700 миллионов рублей только с Черноморэнерго, и при этом сколько бюджетных средств потрачено за 3 года, сказать вам, бюджетных средств 3 миллиарда. 3 миллиарда рублей всего электроэнергии привлечено из Российской Федерации в виде этой помощи, в виде помощи как социальной помощи и нашими деньгами на 3 миллиарда рублей, на 14 миллиардов. На 14 миллиардов. А с 2026 года, с конца, 27 год начала, социальный переток закрывается, его не будет. Наши действия, упадаем в темноту, в полную темноту. Что делаем? Я же только что сказал, что видение энергосистемы, видение энергетики должно быть минимум на 25 лет. Она должна опережать рост экономики. Другого формирования не бывает. Все страны мира так делают. Резу Платонович, если бы в предыдущие годы были бы разработаны и приняты долгосрочные программы, по которым мы могли бы и 5, и 10 лет назад, и 15 лет, и 20 лет назад, мы бы их реализовывали. Мы еще раз повторяем. Но мы же объективно понимаем, что на сегодняшний день таких долгосрочных программ не было. От вас не хотим, не спрашиваем за Есть у нас краткосрочные цели, которыми мы вынуждены оперировать для того, чтобы обеспечить наше население электроэнергией. Не обеспечивать население электроэнергией мы считаем преступным и неправильным. Да, но вы к этому есть идете. Какие-то краткосрочные мероприятия, есть долгосрочные мероприятия, в том числе инвестиции в генерирующие мощности, которые, как вы наверняка знаете, и все депутаты, я наверняка уверен, это дорогие многомиллиардные инвестиции в создание новых генерирующих мощностей. Это аксиома, которая будет и сегодня, и завтра, и послезавтра. Но если мы будем оперировать долгосрочными задачами, конечно, мы краткосрочно должны решать вопросы, Я которые стоят в вам не энергетике. задал вопрос, почему вы не построили. Я вам задал только один вопрос. Где перспективный план развития гидроэнергетики или вообще генерирующих мощностей? Я только это сказал. План.
Он находится не в разработке, непонятно где находится. Его вообще не существует. Отвечая на вопрос Резо Зантария, министр энергетики рассказал о реализации дорожной карты по оптимизации энергообеспечения Абхазии на 2022-2026 годы. На процентов 80 дорожная карта реализована. Нет, стоп, подождите минуту. У меня есть... По мероприятиям там необходимо было создать постановление по тарифам, определиться с условиями по подключению, технологические условия. Все эти постановления были приняты Кабинетом министров в 2022 году. Нормативно-правовая база была по многим из них сформирована. Были отдельные поручения по проведению такой достаточно массовой инвентаризации всего электросетевого. Чужими руками. Не важно. Это важно. Почему электросетевое хозяйство? Она, к сожалению, до конца не была проведена единым оператором, передающим распределение. Потому что, как информирует единый оператор, у него нет достаточно человеческих, трудовых ресурсов для того, чтобы это реализовать, хотя это важное мероприятие. И следующий блок, который в дорожной карте, которая тогда была подписана, он касался целевых показателей по собираемости. Они тоже не были в полной мере. Вы заложили... Резо Зантарий отметил, что согласно дорожной карте 7 миллиардов 300 миллионов рублей должны были быть потрачены на реновацию сетей до 2026 года, но этот пункт не реализован. Следовательно, качество электроэнергии остается низким, а тариф растет. Вы разработали правила расчета тарифов, да, где в этом тарифе не сидит генерация, о которой я сказал, только сетевое обслуживание. В этом сетевом обслуживании сидит тариф на электроэнергию, где качество, подача идет критерии качества, да, отдаваемой электрической энергии для абонентов. Где-то зона ответственности, вот мы ставим приборы учета, повышаем стоимость электрической энергии, но ответственность-то где? Где она существует, та ответственность, о которой мы говорим? Ответственность еще раз не расслышал. За качество подаваемой электрической энергии. По поводу, значит, ответственности за улучшение качества электроснабжения. То есть это вопрос связан с тем, что делается по модернизации сетей. И по инвестициям в наши подстанции. В этом году сейчас вот закончены работы в селе Чандара. Ранее были проведены работы в Меркуле. Были проведены мероприятия в селе Лухны. Планируется завершить мероприятия по модернизации сетей 10 киловольт и 0,4, которые отходящие к абонентам. Мероприятия, которые были проведены по высокой стороне замена оборудования, замена трансформаторного масла. То есть мероприятия по реновации, по улучшению качества и поддержанию текущего сетевого хозяйства, они регулярно проводятся единым оператором при наличии финансовых источников. Его финансовые источники в том числе направляются на сети, в Ануарху. В послевоенные годы вот мы тоже эту историю освещаем. Но мы много чего не освещаем того, что происходит, потому что масштаб работ, сейчас вот в Нзаре были завершены работы, по высокой или по линии, высоковольтной линии Моква ведутся работы в Ачимчирском районе, к сожалению, чуть-чуть затянулись. Должны были в начале месяца, но продолжается. Для чего это все делается? Для того, чтобы линии справлялись с повышенными нагрузками зимой. Вот это к вашему вопросу о качестве электроэнергии, о качестве, да. Но, Резо Платонович, масштаб, как вы сами говорили, что 80% сетей изношены. Я не говорил, я статистику. Тех средств, которые сегодня собираются предприятиям, недостаточно для того, чтобы одноразово. Мы тоже хотим повсюду поменять сети. И в моей деревне, и в деревнях каждого здесь, и наших граждан. Но для этого должны быть реальные источники. Депутаты парламента высказали пожелания в адрес Министерства энергетики, рассказали о проблемах своих избирателей и задали интересующие их вопросы, в том числе о перспективах газификации Абхазии. Министерство энергетики сделали, исходя из того, вот Резо и пытается понять, что нового принесло Министерство энергетики к тем реалиям, которые были у нас. И, конечно, от вас хотелось бы услышать другое. Я не говорю по временному этому самому. Да, есть предложения там по генерирующим. Но было бы здорово, если бы предложение сформировали вы. Вот как вы видите, как инвесторов можно привлечь. Вот. Если вы нам дадите эту программу, это было бы здорово. А второе, вот вы говорите, что делаете там по линии сначала, по сетевым и так далее. Там мы это не афишируем. Очень зря не афишируете. Тогда наши коллеги верили, что эта дорожная карта приведет к улучшению. Ну, однако мы видим
улучшений очень мало. Потому что то, что вы озвучиваете сегодня, там, ТАР, там и так далее, дальше на местах, это нормально, а что вы должны этим заниматься? Другим не можете заниматься. Это то, что вы сделали, даже если вы не афишируете, люди видят. Но я хочу сказать за мой опыт. Вот завтра с села Гук приедет делегация, мы хотим к вам попасть. И то, что еще зимы нету, у людей нету света. Я хочу, чтобы вот взять камеры, поехать и посмотреть, вот это все снять. Да. Зима придет, это вообще ужас. Это в каких-то кругах, где-то в каких-то районах кто-то лоббирует, помогает. Вот жал проблема большая. Большие, серьезные проблемы, люди холодильник не могут включить. Я не услышал там газификацию, ТЭЦы, что-нибудь, какие-нибудь переговоры ведутся. Мы сейчас сталкиваемся, да, с решением краткосрочных проблем. Это вот переток, оплата коммерческая и так далее, чтобы пройти этот зимний период. Глобально мы все понимаем, Резу, в том числе, и вот коллеги тоже говорили здесь, нам нужны новые генерирующие мощности. Это вопрос 5-10 лет, уже он стоит, а впоследствии через 5-10 лет только больше будет усугубляться. Это напрямую связано с развитием нашей экономики, с уровнем благосостояния наших граждан. По газу, значит, переговоры на сегодняшний день никакие не ведутся. Объясню тоже почему. Потому что дорогостоящий проект, инвестиции, окупаемость не ясна. Генерация на газ, она будет в 2-3 раза, может быть, даже и больше, дороже, чем другие. Да. Что значит неокупаемость? Это существенное повышение тарифа. Кратно, в разы увеличение. То есть это дорогая генерация, которая стоит дорого. Поэтому мы здесь можем, откровенно говоря, восстановить имеющиеся генерирующие мощности, это перепады. Мы здесь, как было ранее, да, как было сказано ранее, это принимается решение в правительстве, но проект абсолютно живой. И создание возможностей новых реальных мощностей на альтернативной энергетике. Первый шаг мы уже сделали. Это, конечно, не решит наших глобальных проблем, но создание каких-то новых небольших мощностей локально это тоже не будет лишним. Депутат Беслан Халваш выразил мнение, что тариф на электричество для физических лиц не должен дальше расти, а также высказал возмущение тем фактом, что средства, выделяемые парламентом для установки счетчиков, используются не по назначению. Пожелание такое по тарифам. Я не считаю, что по дорожной карте я буду просить всех, кого можно. Я не считаю, что по физическим лицам надо до принятия каких-то решений технического характера, о которых говорит Резу Платонович, физическим лицам уже нельзя поднимать тарифы. Я крайний противник увеличения тарифов для физических лиц, для наших с вами граждан. И, скорее всего, что мы будем консультироваться здесь тоже в парламенте, будем какое-то вырабатывать решение, по которому в отношении юридических лиц еще, я думаю, что на мой взгляд есть еще какой-то простор, но по физическим лицам мы достигли на сегодняшний день того предела, который можно было достичь, и надо идти в направлении, в отношении физических лиц собираемости за потребленную электроэнергию. В плане развития нашей электроэнергетики я абсолютно согласен с Резу Платоновичем. Нам нужен своего рода абхазский Гойл-Ро. Нам нужен план развития нашей энергетики на ближайшие 10, 15, 20 лет. И периодически потом следующая история, которая мне непонятна, парламентом были выделены дотации для РУП Черноморэнерго в размере 200 миллионов рублей, освоено только 40 миллионов рублей, 160 миллионов рублей не освоено. Я хотел бы обратить внимание министра на то, чтобы ваше подведомственное предприятие, чтобы более эффективно использовать государство, депутаты парламента ежегодно закладывают, понимая важность решения этой проблемы, ежегодно мы закладываем с вами дотации для РУП Черноморэнерго. Очень удивительно, с одной стороны, говорить о нехватке средств, а с другой стороны, о неосвоении этих средств. И в прошлом году были предусмотрены, и в этом году предусмотрены в сопоставимом объеме.
Мы в прошлом году часть этих средств была потрачена на переток, и в этом году было поручение застраховать эти средства на переток. Я хочу обратить ваше внимание на то, что депутаты парламента приняли при рассмотрении бюджета закон, по которому все, и в том числе и правительство, обязано потратить эти средства на то, что определил парламент, и на то, что говорит закон. Большая просьба. Я понимаю, что это не в вашей компетенции, да, вот заморозка. Конечно, если вам спустили бы эти еще 160 миллионов, вы много чего. Я все это прекрасно понимаю, но эти проблемы надо озвучивать. Никто не имеет права. Мы утвердили бюджет страны, мы определили цели и задачи, которые должны быть направлены на приборы учета, а кто-то принял решение, что надо заморозить эти деньги для оплаты перетоков. А кто это определил? Закон говорит о другом. Отвечая на вопрос спикера Лаша Ашуба, министр энергетики подтвердил, что в правительстве обсуждается возможность взять крупный кредит для замены приборов учета и частичной модернизации сетей. Порядка 23 тысяч приборов учета планируется для многоквартирного жилищного фонда и оставшиеся сейчас 37 тысяч приборов учета для индивидуальных жилых хозяйств. Этот проект пока прорабатывается, значит, средства на эту программу оцениваются комплексно, если по многоквартирному и по частному, 2,5 миллиарда рублей. Вместе с... сети привести в порядок. Вместе с сетями. Нет, это на сеть нельзя, насколько мне известно. Оно охватывает Как они поставят на весь? Нет, они на многоквартирный жилой фонд восстановления полностью всех стояков, ГРШ, магистрали и так далее. То есть полная замена и капитальный ремонт по многоквартирным домам. По сетям, по частным сетям это установка приборов учета, замена распределительных устройств в ТПшках РУ-04, то, что называется, и отходящие к абоненту. Второй темой, которую обсудили депутаты парламента с министром энергетики, стала ситуация на топливном рынке. Батал Мушба рассказал, как формируется цена на топливо в Абхазии и в какой степени государство может ее контролировать. У нас установлены предельные торговые надбавки на нефтепродукты, которые, наверное, нет смысла их зачитывать. Они считаются по формуле, которая включает в закупочную стоимость, предельную надбавку и НДС, которая в конечном счете определяет либо розничную, либо оптовую стоимость для участников топливного рынка. В настоящее время, это тоже известный факт, мы получаем все нефтепродукты одного поставщика с Российской Федерации. Он является гарантированным поставщиком в рамках того решения, которое было принято. И реализация нефтепродуктов происходит фактически по этому прямому контракту с российским нашим контрагентом. Что касается, цен на нефтепродукты, мы наблюдаем достаточно высокую волатильность ценовую. Последние несколько месяцев она у нас всегда периодически происходит. В этом году она достаточно активная и высокая. С чем это связано? Связано с тем, что на бирже цена в Российской Федерации на нефтепродукты выросла по объективным и по необъективным факторам. НПЗ российские приостанавливали свою работу в августе, в сентябре месяце. Это сокращало объем нефтепродуктов, приводило к тому, что стоимость на нефтепродукты возрастала из-за дефицита, который формировался. И этот рост цен влиял в том числе на рост цен, который у нас в Республике Абхазия был. Но я хочу сказать, что например, и в июне месяце у нас на наиболее социально значимый нефтепродукт бензин 92 цена была ниже, чем на краснодарских заправках. В последующем ситуация поменялась, потому что в Российской Федерации рынок ценообразования на топливные ресурсы
регулируется демпферным механизмом. У нас этот механизм не предусмотрен ввиду ограниченности бюджетных субсидий в эту отрасль. Мы его регулируем торговыми надбавками. Резо Зантари отметил, что постановления, которым определяются предельные надбавки для участников топливного рынка, несправедливые и плохо продуманные. Я вот вчера топливные компании, которые присутствовали, которые закупают, они, например, наоборот жалуются на то, что недостаточные надбавки у них. Мы сдержали эти в августе, когда принимали это постановление, мы сдержали, потому что предложение от участников было еще больше скорректировать эти надбавки. Я считаю, что вот эта методология, придуманная временным характером, стала постоянной и неправильной. Кто сегодня является оптовым поставщиком для внутреннего рынка? У вас есть оптовый поставщик? У нас была альтернативная компания, государственная компания «Абхазтоп». Вы его сегодня вывели из игры. Кто остался? Абхазтоп, еще раз повторю, он получал эти объемы и реализовывал другим участникам. Сегодня нету. Сегодня у него нет топлива. Кто сегодня участник для этих участников рынка? Для всех малых компаний, о которых говорит Творчельский поворот и так далее. Те предприятия, которые импортируют нефтепродукты, они обязаны в рамках этого постановления, они обязаны им Роснефть реализовывать. не продает оптом никому, торгует сам. Остается одна компания. Подорожник. Вчера мы на совещании тоже еще раз напомнили, они будут реализовывать этот ресурс в рамках тех объемов, которые у них есть. В завершение встречи Резо Зантари коротко представил свой план реформы энергетической системы и просил министра энергетики внимательно изучить его и взять на вооружение. Я вам показываю концепцию реструктуризации энергосистемы Республики Абхазия. Как она будет? Это буду наполнять. Чем она будет наполнена? Там предлагаем описание текущей ситуации, предлагаем изменение структуры субъектов в системе, предлагаем изменения в экономике спектрах, да, в законодательстве, планы развития и так далее, и так далее. Она будет такая достаточно наполненная, да, вот с цифрами, видениями, к чему мы можем прийти. Я вот показываю, как должна быть генерация, РУП Черноморэнерго и так далее, откуда могут быть поставки аварийные такие. Все показываю. Это тот объем работы в миллиардах рублях, да, и как привлечь, самое главное, как привлечь инвестиции. Как привлечь те инвестиции, которые достаточно будут выгодные для Республики Абхазия. Эти меры надо было принять еще 10 лет назад, в 2014 году. С дефицита 1 киловатта-час тогда нужно было их принять. А сегодня надо все это накопить в одну и сложить, и начинать принимать решения. Это круг злосчастный должен разомкнуться. Он уже будет с дугою, сумасшедшей дугой. Без этой реформы не обойдемся. Как бы вы там ни перекрывались, ни закрывались. И это абсолютная правда. Дальше мы просто закроем. Дальше мы усугубим историю. Мы это дать возможность не можем никому. Это позволить точно никому не можем уже. И это максимально из расчета того, что я буду убеждать своих депутатов, коллег вот этой бумагой, и вы, уважаемые коллеги, прошу над этим задуматься и очень достаточно глубоко. Если вы как министерство, вот ваша задача, вот как вы должны себя вести, демонстрировать сегодня в обществе, как должно быть сегодня наша энергетика выглядеть. На этом правительственный час с участием министра энергетики Батала Мушба подошел к концу. Он поблагодарил депутатов за внимание к проблемам энергетики и возможность рассказать о работе ведомства. Надежда Боровикова, Инала Гухава, Арестит Каракасиди, Абаза ТВ.